26 декабря в Краснодарском крае объявлена чрезвычайная ситуация федерального уровня в связи с крушением танкеров, которые перевозили мазут. Несмотря на усилия специалистов и волонтеров, большая часть побережья все еще остается загрязненной. Влияет ли разлив мазута под Анапой на качество морской воды в акватории Абхазии? Есть ли опасность для здоровья купальщиков? Пообщаемся с Асидой Ахсалба, климатологом и экологом. Здравствуйте, Асида. Добрый день. Спасибо, что пришли поговорить с нами на такую важную тему, актуальную, особенно в летний период. Расскажите, есть ли какое-то влияние, взаимодействие между тем, что произошло под Анапой, и с качеством морской воды в Абхазии? Безусловно, вы знаете, что природа — это единая система. Если где-то имеет место выхода из положения равновесия от каких-либо процессов, то это обязательно проявляется в масштабах. Да? Начинается с локального масштаба, переходит на региональный, глобальный уровни. Поэтому здесь, конечно, тонкость заключается в том, что очень важную роль играет нагрев воды. Понятно, что это катастрофа для всего Черного моря, потому что мазут, к сожалению, в силу своей фракции, оно больше осаждается на дне, но мигрируется. И миграция, в первую очередь, зависит именно от повышения температуры морской воды. Вы знаете, что с наступлением летнего сезона морская вода начинает набирать температуру. И на сегодняшний день температура морской воды в Абхазской акватории Черного моря составляет порядка 23 градуса. Но это не окончательная цифра. В конце месяца мы уже, по нашим прогнозам, ожидаем порядка 24 с плюсом. Это говорит о том, что температура воды начинает повышаться, и, конечно же, мы не можем оставаться на стороне, но дело в том, что лаборатория Абхазского государственного центра экологического мониторинга мониторят эту ситуацию, но в силу отсутствия финансирования ежедневные, конечно же, анализы не проводятся. Они проводятся по срочным наблюдениям ежемесячно. И на сегодняшний день по данным, которые получают химики-аналитики данной лаборатории, можно констатировать факт, что есть небольшое превышение, но это ПДК именно для рыбохозяйственных целей, не питьевого, не, соответственно, бытового назначения. Это говорит о том, что это самая минимальная ПДК, относительно которой можно говорить о небольшом превышении. Это значит, для отдыхающих или для местных жителей, которые уже открыли купальный сезон, абсолютно не опасно. Но дело в том, что проботбор морской воды осуществляется с пирса, то есть с глубинных вод нет возможности у специалистов данной лаборатории осуществлять данный мониторинг, и поэтому какое количество мазута находится именно на берегах или ближе к берегу Абхазской акватории, говорить, конечно, сложно. О поверхностном слое сейчас речь идет, где отбор проб осуществляют по Сухумской акватории в 5 точках, и по всем этим пунктам отбора проб незначительное превышение. Это говорит о том, что ближе к берегу там, соответственно, вода еще чище. Но с июля месяца, вы знаете, особенно с второй половины месяца температура воды начинает максимально увеличиваться. Если от климатических норм исходить по температуре морской воды, то в июне это порядка от 19 до 22 градусов вода должна нагреваться, а в июле, в августе от 22 до 25 градусов. И если можно, сейчас уже 23 с лишним градусов. Это говорит о том, что температура уже воды, относительно климатической нормы, она нагревается. И поэтому, если вы знаете, что здесь очень большую роль играет именно
антициклон, который формируется из-за неустойчивого основного черноморского течения под влиянием различных гидрометеорологических параметров. С наступлением такого антициклона подъем, конечно, мазута возможно, но опять-таки здесь нужно учитывать течение, да, которое для акватории именно Абхазии прямого течения нет, и, соответственно, поступление относительно других берегов Черного моря, да, государств других, мы относительно защищены. Да, я помню, что директор Института экологии говорил о том, что у нас даже встречное течение, то есть оно идет против, как бы относит. То есть этот фактор хороший, конечно, очень положительный, но то, что вы сказали, то, что мазут, он на глубине находится, и я так понимаю, при какой температуре, кстати, вот такой вопрос у меня возник, при какой температуре мазут начинает плавиться, мигрировать, что ли? Да. Да, мигрировать начинает уже порядка от 23 и выше. И вы помните, что последние периоды у нас температура морской воды, как и температура воздуха, да, превышает климатические нормы. Прогревание происходит до 30 градусов. Если подобное будет у нас все-таки в июле и в августе, то, к сожалению, да, подъем будет возможен, но опять-таки зато самоочищающая способность абхазской акватории, да, больше, чем других акваторий самого Черного моря. И поэтому, конечно же, здесь, если речь вести о насколько может все-таки приблизиться к берегу, к пляжу, в частности, сгустки мазута, здесь нужно мониторить именно на глубинных слоях Черного моря, и тогда, конечно, более можно приводить факты по поводу того, приближается к пляжу или нет. Но опять-таки из известных фактов и тех данных, современные данные, которые имеются в лаборатории АГЦМ при Комитете экологии и природопользования Республики Абхазия, можно утверждать тот факт, что на сегодняшний день никакой опасности нет для именно прибрежных частей моря, в частности, для территории Абхазии. Вы знаете прекрасно из средств массовой информации, что, например, купальный сезон для Анапы, особенно там для Благовещенска и так далее, районов Анапы, там категорически запрещен купальный сезон. Вообще туристическая деятельность там, да, страдает, Да, к сожалению. очень сильно, да. Да, и так несколько там, юго-западная часть, насколько я помню, полуострова, Керченского полуострова тоже закрыт в этом году. И Севастополь то же самое. Это говорит о том, что уже по имеющимся сегодняшним данным, да, определенные зоны, где есть прямое течение поступления этого мазута, там запрещено, естественно, и купание, и какие-то другие виды деятельности. Абхазии, слава богу, как всегда, повезло, да, но тем не менее хотелось бы, конечно, более достоверной информации. Насколько отсутствие, скажем, необходимых технических средств, какое-то оснащение лаборатории, насколько это влияет, и есть ли какая-то перспектива в том, что когда-то возможно будет проводить такие исследования? Однозначно есть большая перспектива. У нас большие связи с российскими ведущими институтами. И мы, конечно, обмениваемся информациями, но дело в том, что приборы у нас, которые имеются в лабораториях, они в основном устаревшие. Обновлять обязательно нужно. И тем более всем известно, что только научный подход может решить множество задач и вообще в первую очередь, если мы говорим о развитии государства, да, то мы должны начать именно с научной точки зрения. И в этой связи, конечно, лаборатория по именно мониторингу вообще касаемо гидрологических исследований нуждается сегодня в пополнении новейшими приборами. Есть экспресс приборы, которые
сигнально вот могут дать информацию в местах, вот, да, где нужно, соответственно, мониторить. Ну, даже не Если, только же воду, но и воздух. конечно, Время-то безусловно. сложное. Безусловно. Дело в том, что мы говорим о прямом выходе мазута из воды на пляже. Но мы же знаем, что если это произойдет, что это одна система, как я сказала, атмосфера сообщается с водой, вода с почвой и так далее. Здесь прямая связь, и поэтому мониторить нужно все сферы Земли, в том числе и почвенную, и воздушную среду. В этой связи, конечно же, государство, правительство, в частности, должно быть заинтересовано в финансировании, в приобретении тех важных и нужных на сегодняшний день современных приборов, которые бы облегчили бы ситуацию. И главное, я хочу сказать, что есть и весовой метод определения нефтепродуктов, но это старый метод, который довольно-таки очень объемный и занимает очень много времени. Когда есть экспресс-приборы, которые позволяют мгновенно это все измерить и, соответственно, получить нужную информацию, то это, конечно же, вы понимаете, что несравнимы вот с теми чисто станционными приборами, а это вот портативные приборы взяли с собой, соответственно, там, где больше людей, да, предпочитают свой отдых, там и, соответственно, осуществлять подобный мониторинг. Мы говорили о, скажем так, опасностях для купальщиков, но интересно для вообще водной среды морской, как отражается даже вот это небольшое повышение. Я так поняла, что оно на нем отражается. И, кстати, прямая связь с экономикой, та же рыба, которая... Да. Вот скажите, пожалуйста, об этом. Безусловно, здесь страдает не только фауна, но и флора. Вы прекрасно знаете, что водных обитателей очень много, и Абхазская акватория как раз-таки является той акваторией, где есть очень много промысловых рыб. Это начиная от хамсы, там барабули и так далее. И поэтому здесь обязательно ихтиологи, наверное, тоже скажут свое мнение по этому поводу, какова миграция этих рыб. И, безусловно, для питьевой воды, например, капля нефти приводит к непригодности 25 литров воды. И вы представьте, для морских обитателей такое количество мазута, когда уже вот волонтерами там и специалистами МЧС, вот, да, прибрежные вот зоны определенные, там Краснодарского края в частности и так далее, вот благодаря им 150 тысяч тонн, да, вот мазута практически извлекли. Но это не окончательная цифра. И мы понимаем, что какое количество мазута сейчас на дне Черного моря, которое мигрирует, опять-таки я говорю, на месте оно не может оставаться в силу вот тех факторов, которые связаны именно с нагреванием воды и основным черноморским течением. Абсолютно ни один специалист сегодня не может вам ответить на этот вопрос, кроме того, что нужно, соответственно, лабораторные анализы проводить и только так вот эти факты приводить. Но однозначно страдают. Здесь, во-первых, и поступление солнечной радиации для лимфатической зоны Черного моря, она ограничивается за счет нефтяной пленки, и, соответственно, поступление, то есть производство кислорода за счет вот водорослей, да, оно ограничивается. Это говорит о том, что будет кислородное голодание для тех обитателей Черного моря, которые, соответственно, нуждаются в растворенном кислороде. И поэтому это все взаимосвязано, это все нужно оценивать. И тем более, к большому сожалению, да, эти последствия будут наблюдаться еще несколько лет как минимум. И мы должны быть готовы к тому, что... Что мы можем сделать, допустим, вот в этой ситуации, скажем так, уже случившейся катастрофы, когда действительно последствия убрать очень тяжело? Да, мы единственное, что можем сделать, это имея достоверные данные по состоянию загрязнения, еще раз повторюсь, вот каждая вот, да, прибрежная зона, она является особенной в силу вот именно течения воды. И поэтому, зная, вот, например, для Сухумской акватории, да, район вот медицинского пляжа, он более открыт для поступления вот... Всяких да, и не только вредных, нефтяных вот, да, загрязнений, любого вида загрязнения.
И зная вот такие пункты, там, соответственно, осуществлять мониторинг и, соответственно, вот хотя бы людей предупреждать о том, что на данной можно купаться, акватории, когда да, нет, да. очень, да, не только купаться, это, во-первых, ядовитые вот соединения, которые Испарение в воздухе. приводят к интоксикации организма человека через воздух. Мгм. И поэтому это не обязательно купаться, можно через воздух Какие получать вот эти 5 пунктов, которые вы назвали, где идет измерение, да, состояния воды, это где? В каких Это вот местах? начиная с Эшеры, нижней Мгм. Эшеры, Сухумский мыс, соответственно, городской пляж, причал Рицинский имеется в виду, медицинский пляж, вот там мы, Мгм. соответственно, А завершаем. восточная Нет, часть. лаборатория занимается только мониторингом именно Сухумской акватории. Спасибо. Мы продолжим обязательно эту тему. Напомним, что о том, влияет ли разлив мазута под Анапой на качество морской воды в акватории Абхазии, есть ли опасность для здоровья купальщиков в Абхазском море, мы говорили с Асидой Ахсалба, климатологом и экологом.